Собачки. Вот, торговый центр есть там на набережной. И, короче, на втором или на третьем этаже там занимаются ребята ремонт дронов. У них в Севастополе офис. Они с Ялты передают в Севастополь автобусом, и там мастер меняет всякие крылья, там батареи, там всякие там винты, менты. В общем, все. Ну и, короче, пошел и отнес, сдал. Вот, ну там он у меня, конечно, там и крылья разбились, и корпус там, короче, пипец. Ну и, короче, ремонт был на 20, по-моему, на 23 или 25 тысяч. То есть то, что мне его достали, это пятерка плюс, ну там 5-7 плюс ремонт там, ну в общем, грубо говоря, 30. Ну и, короче, мне его сделали. Вот. Ну какая-то там все равно ошибка, но так он то в принципе летает, поднимается, все это снимает. Мне камеру там сделали какой-то на лесопеде с одной рукой. Однорукий Джо. Вот. Бегает девчонка раздетая. Вот. Короче. Ну, камеру мне там меняли. Что-то там с камерой тоже. Так, 3 деления у нас. Ну, до смотровой вот это первой. Доезжаем и едем назад в Ялту. Ну и, короче, снимает он так все. Летает, все так, как обычно, только какую-то ошибку выдает. И какой-то там еще у него глюк стал. Вот. Ну и, короче, вот. А новый он стоит 100 тысяч. Как бы ремонт, все вот это 30 тысяч, а новый стоит. То есть либо новый покупать, либо пользоваться этим. Вот. Поэтому я решил его отремонтировать, как бы. Ну, он летает, да. Ну, я сейчас, правда, его что-то уже давно не запускал. Вот такие дела с дроном были. Да, DJI Mavic Pro. Во, вот так вот. Сейчас там... я когда покупал его, там был DJI Mavic Pro и DJI Mavic Pro 2. Но второй стоил там что-то на 1050 или на 70 дороже. Вот. А сейчас уже третий вышел. Третий там стоит, по-моему, 250, что ли. Или даже под 300. Почти доехали. Прибавим скорость. На повороте аккуратно. Вот уже доехали до смотровой. Где тут она дальше?
Может там, конечно, кто-то сейчас сидит на лавочке. Сейчас посмотрим. Если нет, то хорошо. Вот она, смотровая. О, никого нету. Отлично. Вот такая смотровая у нас тут. Вот она. Вот тут раз. Он Ялта, он с этого приехали, с Гурзуфа, Медведь-гора, он видно отсюда. А он теплоход плывет на Ласточкино гнездо. Вон оно здесь. Ласточкино гнездо, вон оно. Видно его отсюда. Теплоход, он плывет туда с туристами. С набережной. А вы как, местный? Да. А что, вы не хотите вот с этой горочки? Где? Ну, вот повыше будет, а отсюда сразу туда вниз. Да, я могу вот так вот. Да. А, можно и так. Без разницы как. Отстал парень, чешо. Джесси.
Что-то парень отстал, тишо. Хотел ехать за мной, посмотреть маневренность. Но видно, скорость другая. Оп. Так что так вот, да, выехали с Гаспры, со смотровой, едем в Ялту. Надо было турбо, чтобы он вообще отстал бы от меня в самом начале. Не, ну в самом начале он, да, такой рванул типа со старту. Ну там такой спуск был. А дальше все. То есть горный велосипед обычный от электро горного, это вообще две большие разницы. Скорость просто другая, хоть на ровном, хоть на, ну, подъем это как бы вообще молчу. Спуски, да, там можно. На спуске можно. Спуски больше всего зависят от навыков твоих, от практики вождения. А вот по ровной дороге и на подъемах тут уже выигрывает однозначно электро. На спуске еще как бы поспорить можно, потому что там, ну, ты педали как бы не крутишь, ты просто летишь, там только жми на тормоза и рулюй, и все. Но я особо не люблю там летать, потому что как бы это дело такое. Летчики эти. Тише едешь, дальше будешь. Все в меру. Как бы так. Тем более у меня уже были несколько операций на коленном суставе, так что как бы гонять это уже не совсем так, чтобы можно прям было. Эти гонщики. Стал.
Хо-хо-хо. Так, проехали мы 45 км уже, ничего себе. Прилично так. За сегодня мы в Гурзуф и назад, потом через Ялту в Гаспру и назад. Хороший сегодня день. Там просто был, ну там, где мы с этим пацанчиком встретились, там просто был спуск один, как бы, там, где скорость можно развить, и все, а дальше там прямая, как бы, по прямой у него, как бы, шансов особо нету. Ну, он может, да, крутить, там встать, там пыхтеть, но шансов нету. Потому что скорости совсем разные. Электро сравнивать с обычным горным, это вообще не стоит, как бы. Ну, он типа спросил, а как он, типа, если вот спуски, маневренность, это все. Ну как, нормально, как. Ездим он в горы и на Петре по ягодке спускаемся. И на Массандру, на Грушевую поляну, на Никиту ездим. Потом там спуски ж везде. Отлично маневренность. Хоть и больше весит он на 10, на 15 килограмм, чем обычный. Но тем не менее я доволен полностью. У меня же был до этого обычный Hardtail, даже не двухподвес, а обычный. Вот. Но в горы на нем есть где-то нереально. Ты, то есть, не поднимешься. Это если кто-то тебя машиной закинет, а потом ты будешь спускаться. То так, да. Вот. На обычном Hardtail, хоть обычный, хоть двухподвес, вот по такой ровной только ездить. И там, где спуски, все. А там, где пошли подъемы, еще если затяжные, то ты сдохнешь. Так что сравнивать вообще, я думаю, не стоит. Вот красота какая. Просто понятно, что обычный стоит велосипед, хоть даже двухподвес, ну такой именно хороший, ну 100 максимум, ну там 150 это все, это, блин, потолок, это, наверное, там самый навороченный.
Вот. А электровелосипеды, они стоят 250, 300, 350, 400. То есть вот такие цены, как бы. То есть в 2 раза дороже. Ну и как бы обслуживание тоже стоит дороже. Обслуживание дороже стоит, да. Тут цепи стоят, ну, цепь ставится, покупается мощнее, мощная. Специально для электро. Ну, кассеты, в принципе, одинаковые, что на хартейле 2 по 200, что на этом. То есть цепь можно поставить такую же самую, как на их хартейл. А, нет, на хартейл там же дорогая кассета, там же другие вообще передачи. Ну, вот. Тут же у нас на электро 1 звезда спереди, и то есть кассета ставится назад в основном 11,50, 10,50, вот так вот, 12, 50 там. То есть чем больше большая звезда, тем для электро лучше. То есть они в основном же предназначены, чтобы подниматься в горы, подъемы всякие, вот такое, тащить именно, не идти пешком, а вот именно тащить. Не идти пешком, а ехать. Котик разлегся тут посередине. Ливадия, Ливадийский дворец, 3 деления. Едем на набережную пить кофе с десертом. Поставим турбо. Он так залетает. А на хартеле сейчас бы крутил бы и крутил. Так, может поехать через низ, через набережную? Да, поехали сейчас через набережную. Здрасте. Поедем через низ.
Гуляют люди с собачкой и с детем. Магура 4-поршень, конечно, тормозит мощно. Спускаемся к пляжам Ливадии. Тут все же тоже заросло. Капец. Все зеленое-зеленое. If you know no guide, White Horse. Не реви. Смотровая сейчас будет. Опа. Вот такая смотровая здесь. Текс. Спускаемся дальше. Колонка села. Кошечка, с дороги сидишь, смотришь. Направо нам, налево там тупик, вон море. Спускаемся к морю. Стоит для машин, въезд запрещен. Вот он, берег наш. Берег наш родной. Тыры-тыры-тыры-тыры. Рыбаки ловят рыбу. Такая вот красота у нас тут. Правда, вот эти все ржавые, когда их будут красить. А здесь он уже поставили, поменяли или покрасили. Да. А, наверное, покрасили, да. Ага. Там еще в начале не покрасили. Флаг какой-то висит. Ага.
Опа. Сейчас проедемся здесь. Чтобы попасть в Ялту, надо вот по такому этому проехать аж до конца. Там ступеньки всякие, ограждения, вот такое все закрытое. Какой-то комплекс, весь закрытый заборами. Ступенечки. Так, что-то тут какая-то шелуха непонятная посыпалась с листьев. А тут надо лучше спуститься так пешком. Ну, можно спуститься и на велике. Я тут спускался уже. Вон, все закрыто. Ничего не видно, что происходит там у них. Вон, все позакрывали. Красота. И вот это от Ливадии, оттуда и до начала там. Ну, то есть территория вот эта у них тут большая, прям вообще, не знаю сколько километров. Чисто ихняя вот эта береговая линия. Не общая, а частная. Получается, или это какой-то пансионат. Госпансионат. Вот тут надо сейчас по ступенькам подняться там дальше. Такие ступеньки сделали. Раньше были лучше, то есть раз и все. Сейчас вот это убрали. Теперь неудобно вообще тут с великом тащиться. Но что сделаешь? Затащим сейчас. Опа! Сейчас как-то затащим. Вот так вот. Текс. Иди сюда. Так, надо выключить турбо, а то сейчас как рванет. Так, подниматься тут надо с лесопедом. Вот такие тут заграждения. Ох, тут сколько машин припарковалось. Это что, все приехали на отдых? Сюда, что ли? И тут тоже машин полно. Когда они же эти ворота тут откроют, чтобы можно было ездить нормально?
то тут по ступенькам этим лазить. Вот какой-то комплекс. Апартаменты. И тут тоже апартаменты. А тут он море. Пляж. Что они там ловят? Рыбку? Похоже, да. Ловят рыбу. Клюет? Интересно. Или не клюет? Вот такой комплекс здесь апартаментов. Еще ничего не открылось. Вон какие апартаменты с видом на море. Где-то по 1000, наверное, 8-10 стоят сутки, я так думаю. 1008-10 стоят. Так, но эти ступеньки не, у нас сегодня рюкзак сзади, сегодня пас. Сегодня мы не хотим сюда по ступенькам этим взбираться. Фух, почти доехали до набережной. Вон сколько рыбаков ловят. Яхта чья-то стоит. Не будем тоже мы спускаться. Рюкзак нам сзади мешает. Да и в принципе колесо заднее лысоватое. Тут надо, чтобы цеплялось. А оно тут не цепляется. Это что? Туда он хочет ехать. Затащили. Приморский парк. Приехали к Приморскому парку. Начало его, вот оно. Тут пальмы, все дела. Тут он корт закрытый, играют в корт.
Ну, в этот, как его, большой теннис. Вот. Тут теннис простой, наверное. Уже потемнело. Уже ничего не видно. Надо смотреть в оба. Тут собаки с собаками могут бегать. Приморский парк. Спа-отель Приморский. Два отделения у нас уже. Так, дети бегают. Дети, да, дети, собаки, это надо смотреть. Приморская набережная, добро пожаловать. Опа. Он, наверное, теплоход тот уже вернулся назад с Гаспры. Вот такая красота тут. Ну все, до новых встреч в горах и на трассе, и на набережной.